Сразу за Милашкино, примерно в 30 километрах от Москвы, начинается Поддубье. Из сотен русских деревень, почти со сказочными названиями, это бросается в глаза сразу. И тюндюк юрты на воротах, как на кыргызском флаге, и даже домашний скарб во дворе. Любому выходцу из Кыргызстана покажутся родными. Здесь хозяев нет, но зато по казану можно с уверенностью сказать, что здесь живут кыргызы. Из официально зарегистрированных здесь жителей едва ли не половина кыргызы. Большинство из них в дома еще не заехали. Их будущие особняки пока не готовы. Стройка гандеоты. Когда закончите стройку? Аскалды. Через месяц закончим. Строят дома кыргызов их же земляки. На всю округу ни одного славянского лица, но ощущения родины, говорят гастарбайтеры, даже здесь у них все равно нет. Если бы у нас была такая же работа, разве я бы не вернулся в Кыргызстан? Там наша земля, наши люди, но работы там нет. Не знаю, когда в Кыргызстане станет лучше. Думаю, пока наши политики, депутаты и большие чиновники не задумаются о народе, мы так и будем жить. В Россию, говорит Надырбек, так же как ребята из его бригады, он приехал после развала Советского Союза. Их истории все как под копирку, одинаковы. Колхоз развалился, работавший там бухгалтером Надырбек заделался челноком, когда бизнес не заладился, пришлось идти на стройку. Мы все умеем делать. С гипсокартоном работаем, полы стелим, отделку, евроремонт. Нас 3 человека. Я сам из Аксы, Жалалабадская область. Здесь же через дорогу двухэтажный дом строит врач из Кыргызстана. Хозяин живет и работает в Москве. До Нового года, обещают строители, заказчик успеет справить новоселье. Чем раньше мы закончим, тем лучше для нас самих, потому что наступят холода. Сейчас уже стало холоднее, теплее уже не станет. По словам Каныбека, трудовые мигранты из других стран Средней Азии оставаться здесь навсегда не собираются. Зато кыргызов, говорит строитель, оседающих в российских городах и селах, теперь становится все больше. Джибек Бегалиева, Азат Антумаков. Настоящее время. Москва, Россия.